Более 200 маленьких жителей Яндари скоро переступят порог нового детского сада. Яркое по фасаду, просторное и уютное внутри, здание уже готово к открытию. Строится в селении и новая школа на 250 мест. На каком этапе строительства образовательных учреждений, расскажет Идрис Ижиев. Строительство на площадке не прекращается ни на день. Бетономонолитные работы закончились за несколько месяцев. Сейчас все силы брошены на штукатурно-малярные, а это, по заверению рабочих, самое сложное в строительстве. Выровнять стены в здании, рассчитанном на более чем 300 человек, работа очень сложная и требует много времени и терпения. Проблем хугиач хабиш бабух. Цах амадат. Я حق يعني إيش جو هم وجو تتحمل инструмент هم إيش مقولش بعد جوا يتحق يا проблем خلص خلص. Строительство новой школы в Яндаре начали еще прошлым летом. Бригады работают параллельно на разных участках. Пока штукатурщики и маляры подготовили стены, мастера провели электричество и подвели воду. Во дворе также кипит работа. Геодезисты проектируют платформу для будущих спортплощадок. Несколько тракторов выравнивают почву и роют котлован для пожарного водоема. Школу на 250 ученических мест строят по линии регионального Минстроя. По проекту здесь предусмотрено все необходимое для комфортной и продуктивной учебы. Кабинетов для младших классов больше, а в актовом и спортивном залах одновременно могут разместить больше половины учащихся. О проделанной работе лучше всего осведомлен Султан Ваделов, начальник строительного участка. Он контролирует весь процесс с самого начала. Котельный, он уже процентов 90 готов. Теплотрассу, воду, электрически все подвели. Ценяга, сахар уже готовы с Балтов ездим. Пожарный водоем новый. За пожарным водоемом уже будет очистные сооружения, жижеловитель, благоустройство. А кроме этого, еще две игральные ёлка, 20 на 40 каждый, еще площадку. Для старших, опять же, будут две площадки игровые для младших классов, отдыха. В Яндаре открытие новой школы заждались, ведь старая не отвечала всем требованиям безопасности и современного обучения. В местной администрации считают, новое здание позволит решить проблему с перегруженностью второй и третьей школ. Здесь очень было старое здание, которое не было приспособлено под современные требования образовательного процесса. В частности, не было спортивного зала, не было нормальной столовой, дополнительных помещений вспомогательных для занятий по физике, химии, я имею в виду лаборатории. И вот по просьбе жителей сельского поселения Яндари эту школу включили в строительство новой школы. И мы видим, что вместо старого здания, вместо старой школы, мы видим сейчас, что проходят работы по возведению такого, скажем честно, хорошего объекта. Солидарно с Тагиром и Фатима Падиева. Она работает во второй школе, вахтершей. После сноса старого здания весь ученический состав переехал сюда, что стало дополнительной нагрузкой на маленькую школу. Первый школ, уже хаяял мялрс, но ухчу халам дотун, это садим дезит ханзмял мялрс. Хаял здесь я что цан ахтахот мди. Сдать объект обещают к концу года, но подрядчик заверяет, что уложится раньше. К строительной организации большой кредит доверия, ведь другой объект в этом же поселении они сдали, опередив поставленные сроки. Детский сад на 220 мест ждет открытия. Для комфортного пребывания детей здесь предусмотрели абсолютно все. Игровой площадки, чудовади, спортзал, музыкальные, азы, должны, иш, виришь, иш, там должны, маснахи, ваниш,
душ, кабины, все есть, соответствует. Сад примет 12 групп по 20 малышей. Это по 4 ясельных, средних и дошкольных подгрупп. Особое внимание заслуживает дизайн детского сада. Яркие цвета, переливаясь на солнце, придают зданию сказочный вид. Внутренняя отделка также выполнена в особенном стиле. Граффити на каждой стене от величественных башен до персонажей мультфильмов. Большое внимание также постарались уделить и воспитанникам с ограниченными возможностями. На каждую лестницу установили специальные подъемники с электроприводом. Открытие объекта запланировано на сентябрь этого года. Списки воспитанников еще составляются. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.